кезектеги эле могу социал-демократтардын бир курултайы болсо анда түшүнөм да. Бирок элге мындай расмий түрдө курултайда могу маселе каралат деп мындай жарыяламаган үчүн ал жерде эмне каралат мындай көз ачыктык кылыш мен үчүн кыйын. Ожидаемый съезд СДПК 31 марта – это значимое событие в политической жизни Кыргызстана, в ходе которого Алмазбека Атамбаева, скорее всего, уж на 99%, даже 100% изберут лидером партии. Для него эта позиция более гибкая, чем какая-то государственная позиция, чиновничья позиция, как даже позиция президента. Для него это очень удобно, привычно, и там он может проявить всю свою харизму. Эгер азыркы экс президент менен жаңы президенттин ортосундагы экөөнүн командасында айрым пикир келишпестиктер дейбизби же экөөнүн мамилесин тактап алуу иретиндеги бир разборка катары курултай болсо анда түшүнүктүү да азырчы. Также я ожидаю, что будет переформатирован частично политический совет. Там какие-то люди, к сожалению, умерли, кто-то находится на политических должностях. Ну и в целом партия нуждается в серьезном обновлении. На мой взгляд, Атамбаев, если не в развернутом виде, но как минимум кратко, обозначит две тенденции. Во-первых, какая будет теперь кадровая политика партии, потому что всем очевидно, все партии, а в первую очередь СДПК как партия, имеющая в своем активе наибольшее количество чиновников, находящихся именно на государственных должностях, думает о выборах 2020 года в парламент. Это будут решающие выборы, которые, скорее всего, организуют, по их итогам организуют 3-4 максимум партии, не как сейчас 5-6. Второе, скорее всего, будет презентовано некий образ будущей идеологии.